Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». 8 сентября произошло очень важное для нашей страны событие, на которое, к сожалению, не очень многие обратили внимание. На общественное обсуждение был вынесен проект закона об образовании. Однако широкая общественность на это обратила внимание крайне слабо. И вот мы с Бурул хотим, чтобы как можно больше людей знали об этом, как можно больше людей были вовлечены в это обсуждение. С нами Бурул Макенбаева, член межведомственной рабочей группы, как раз той самой группы, которая и разрабатывала вот этот самый проект закона. Давайте с самого начала, Бурул, начнем. Зачем вообще понадобилось новый проект закона? Нельзя ли было жить по-старому? Но состояние образования у нас, можно сказать, драматическое, но можно сказать катастрофическое. Потому что мы все знаем, что наша страна год от года тратит все больше и больше денег на образование. Но качество образования у нас падает. Это совершенно недопустимые ножницы. Это доказывается тем, что каждый третий подросток в возрасте 14-15 лет уже отказывается продолжать образование, и они идут работать. Идут работать в автомойке, официантами и так далее. Если вы обратите внимание, что возраст официантов все падает. Это наиболее видимое, да, такое. Это говорит о том, что молодые люди и члены их семей, они не видят смысла в образовании, потому что образование у нас никак не связано ни с квалификацией, ни с будущими доходами наших детей. Международное исследование ПИЗа, которое проходила наша страна, показало, что 80% учащихся 15-16 лет, они не овладевают в школах навыками чтения. То есть они могут прочесть, но не понимают смысла прочитанного. Они не имеют математической грамотности, базового даже уровня не достигают. Есть 6 уровней математической грамотности. У нас 80% детей не достигает даже первого. Это национальная катастрофа. И поэтому еще 5 мая 2021 года президент сделал такое обращение к нации о том, что нам надо срочно сделать реформу образования, чтобы наше образование отвечало потребностям нового времени. И он сказал также о том, что необходимо изменить финансирование в образовании и ввести ваучерную систему, то есть чтобы деньги следовали за ребенком, не в инфраструктуру школьную, а за ребенком. Это обращение было воспринято с большой надеждой всей общественностью. Вот я врач по образованию и по профессии. И наша организация 20 лет работает в секторе психического здоровья. И я хочу вам сообщить, что уже несколько лет, даже десяток лет уже, вот здравоохранение очень мониторируемый сектор. В смысле, там проводится много исследований, и уже более 10 лет назад эти исследования начали показывать такое разрушительное влияние образования на сектор здравоохранения, потому что появились затруднения при подготовке средних медицинских работников, это медицинских сестер и фельдшеров. То есть трудно отобрать молодежь, которая могла бы быть способна обучаться медицинским профессиям. Да. И как следствие нас лечить. Да. И поэтому такое же влияние сектора образования имеет на другие сферы. Просто это не везде проводятся исследования. То есть это прямо влияет на экономику. Наши школы выпускают недостаточно квалифицированных молодых людей, которых потом трудно обучить никаким профессиям. Даже в рабочих профессиях нужны навыки математики. Вот даже отделочник будет отделывать вот такое здание, да, он должен уметь посчитать объем, хотя бы умножить, площадь понятное вывести. Дело, да. Образование нужно... На все влияет, на все. конечно. Среднее образование – это тоже образование. Это... Конечно. И вот представьте, что по 3 видам грамотности, да, это математическая, это чтение и понимание, естественно, научная грамотность.
по всем наши выпускники школы средней, базовой, то, что обязательно по Конституции, они показывают 80% ниже базового уровня. Ведь это катастрофа. Это подтверждается уже по исследованиям на взрослых. 60%. Да, то есть нужно понимать, что вот базовый уровень, то есть это не уровень, когда Нобелевские премии защищают. Нет. Это базовый, необходимый для жизни. А у нас он вот. 80% ниже базового. Да. Хорошо, у нас есть Министерство образования. Зачем для разработки закона понадобилось создавать межведомственную рабочую группу? Потому что закон начал разрабатываться еще в 2021 году в рамках инвентаризации. Была проведена определенная работа, и Министерство образования что-то там делало, видимо, собирало своих подведомственных людей, и вместе с ними они там разрабатывали этот законопроект. Общественность, мы во всяком случае узнали об этом к концу 2021 года. Мы ознакомились с этим законопроектом, который был ужасен по всем параметрам. И мы написали обращение в Министерство образования о том, чтобы нас привлекли к этому. Мы не были услышаны. И поэтому очень большая группа, более 100 организаций обратились к правительству о том, что этот закон нужно разрабатывать более широким кругом лиц. И также это пытались работать с Министерством образования, не были также услышаны никем. И 14 апреля, отвечая на потребности времени и общества, Акылбек Джапаров, председатель Кабинета министров, дал поручение министру образования, чтобы он создал межведомственную рабочую группу и включил туда, кроме гражданских экспертов и представителей сектора образования, еще и депутатов. Это очень важно, потому что потом закон пойдет в Йорку Кенеш, и если депутаты вовлечены на стадии разработки закона, им потом легче своим коллегам объяснить, в чем суть этого нового закона. Законопроект должен был быть завершен 10 мая, но к 10 мая опять Министерство образования просто вот так проигнорировало все разработанные предложения. Состоялась одна рабочая встреча с полным составом межведомственной рабочей группы, это было в Техническом университете. Мы тогда выразили свою надежду. Там был министр, потом он не появлялся ни на одном заседании. Было создано более 7 малых рабочих групп. С утра до вечера работали люди, волонтеры в здании Йорку, этого Министерства образования. Все приходили с большой надеждой. Все мы это скомпоновали, написали. И какой был у нас ужас, когда опять выносит Министерство образования этот законопроект, и все наши 99% предложений были проигнорированы. То есть я правильно понимаю, что существует проект закона, предложенный Министерством образования, и существует проект закона, предложенный межведомственной рабочей группой. Это мы вынуждены были сделать после того, когда мы увидели, что 99% ваших предложений не были учтены. Тогда вот в течение 5 дней, уже срок был назначен на 10 мая, и 15 мая межведомственная рабочая группа. Понятно. То есть сначала это были просто предложения. Предложения, да. Потом мы были вынуждены оформить это как альтернативный проект и внесли его в виде сравнительной таблицы, внесли его в общий отдел Министерства образования и там его зарегистрировали документально. И теперь он как самостоятельный документ существует. И теперь, когда вот его зарегистрировали, как сейчас ведет себя Министерство образования? Вот теперь с момента регистрации и до нынешнего дня, когда уже депутаты внесли, тоже произошла целая цепь событий. Да, вот с 8 сентября. Министр так и не показывался, он все время по заграницам почему-то. Потом об этом наши заместитель председателя межведомственной рабочей группы Мерим Османалиева, это Союз образовательных учреждений, и еще наши представители выступали на радио «Марал» и сказали о том, что
Министерство не слушает межведомственную рабочую группу. Мы вынуждены... Созданную, я еще раз подчеркну, поручением по министра, поручению да. Акылбека Абсолютно. Джапарова и самим же приказом министра. Приказом да. министра. Да. Не слушают. Мы вот вынуждены подать альтернативный законопроект, мы его зарегистрировали, министерство никого не слушает. И тут министр, это было освещено в СМИ, ворвался в это здание радио, угрожал, ругался, угрожал ГКНБ, почему-то он угрожал этим членам межведомственной рабочей группы. В общем, устроил такой скандал. Потом 19 июля произошла встреча, как бы уже что-то согласовать, какие-то мирные переговоры. И министр обещал, 19 июля министр обещал, что вот уже по конкретным пунктам, ключевым. Есть текст закона общего плана, но есть несколько совершенно ключевых положений. Они касаются регуляции, наиболее это коррупциогенные положения, против которых, в общем-то, и борется межведомственная рабочая группа. Потому что система образования повязана коррупцией. Просто по рукам и ногам. Это не дает развиваться образованию. И вокруг этого и вся, как сказать, происходит эта борьба. Министр обещал, что по некоторым ключевым моментам это независимая аккредитация, это лицензирование привести в соответствие с законом о лицензировании, потому что Министерство образования создало совершенно иное свое... Давайте вот перечислим, какие там есть вот такие пункты в проекте закона, предложенном межведомственной рабочей группой, да. которых, вот ключевые, на ваш взгляд, которые не учтены в проекте, предложенном Министерством образования. Они учтены, но очень своеобразным образом, сформулированы, что они усугубляют. То есть они слова меняют, суть не меняется. Вопрос, вот давайте начнем с таких ключевых понятий, как создание системы оценки качества. Да? Министерство никак не может признать, что системы оценки качества нет. В нашей стране нет системы оценки качества образования. Качество образования. Да, качество образования. И, то есть, да, имеющаяся оценка 5 или это понятное нет, дело, это не является. Что... Это называется, они называют это успеваемостью, да. Но система оценки качества, она должна быть независимой от поставщиков образования. Да. Это независимая оценка. От поставщиков да. услуг. Есть вот такие важные вещи в управлении. Вообще все должно заканчиваться мониторингом, оценкой и аудитом. Мониторинг – это задача управляющего органа, да, уполномоченного органа. Оценка, она всегда внешняя. Оценка должна быть внешней. У нас в здравоохранении так. Оценку всегда заказывают какой-то внешней компании, по тендеру, там, иначе или как. Оценка не может быть тем же, кто это делает. Ну да, я сама провела, сама оценила. Сама оценила, сама финансировала, сама... Это, такого вот, к сожалению, в образовании оказалось очень много. Вообще сектор образования, он просто вот такой своеобразный парк юрского периода. Вот там ничего не произведено за эти 5 лет. Не отделено, там финансирование не отделено от уполномоченного органа, нет независимой оценки системы качества. И много лет они все время пытаются подменить систему оценки качества лицензированием и аккредитацией. Вот если мы, хорошо, лицензирование это да, это задача государства дать лицензию на какой-то вид деятельности, если это государственная задача. Образование это государственная задача, да? И дать лицензию – это задача государства. Но ведь лицензирование должно соответствовать закону о лицензировании. У нас есть закон о лицензировании. Открываешь школу, ты получаешь лицензию, все, до свидания. Дальше уже должна идти система оценки качества. Не надо приходить 33 раза и заново делать лицензию. У нас положение о лицензировании Министерства образования, оно прямо и грубо противоречит закону о лицензировании. То есть они лицензируют все подряд. Вот вы обучаете в этом классе, если вы завтра рядом открыли новое помещение, еще там дополнительно сколько-то квадратных метров, они говорят, заново проходи лицензию.
Если вы обучаете младшие классы, вам выдают отдельную лицензию на младшие классы. Если вы хотите средние, то вам отдельно лицензия на средние классы. Если вы открыли филиал, вам опять с нуля надо брать лицензию. Это просто такой абсурд, которого нет нигде в мире. Вот международные эксперты, они говорят, у нас образовательное учреждение получило лицензию в XVIII веке. И они продолжают работать с этой лицензией. Вы почему, говорит, без конца их лицензируете? Но отгадайте с 3 раз, зачем? Лицензирование обставлено настолько сложно, что это просто как бы невозможно ее решить. Это просто решается конверты, либо лучше ничего не делать и не открывать, кто не хочет. И поэтому вот образование, оно... Конверты, 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 конверты. Мы столько историй наслушались, как эти конверты даются, передаются, и как их... Если в конверте было мало денег, они могут сказать, мой конверт остался в такси, я его забыл. Они говорят, это означает, что в конверте было мало, надо дать еще столько же. Вот такие истории мы слышим, потому что провели ряд и конфиденциальных опросов, и поэтому это просто битва за огромный коррупционный поток, потому что вот если сравнить со здравоохранением, то коррупция в образовании гораздо больше, потому что болеют не все, а учатся все. И поэтому и бюджет образования намного больше, чем в секторе здравоохранения. Поэтому это очень-очень глубоко идущая и очень большая проблема. Оценка... Да, система оценки. Теперь аккредитация, вот лицензирование. Вот мы в законе мы уже написали только одну да. фразу, что лицензирование в образовании должно соответствовать закону о лицензировании. Это просто, понимаете, это просто, это не требует ни одной копейки. Для того, чтобы развязать эти страшные узлы, не требуется ни одной копейки. Мы одно государство, или министерство живет в другом государстве, они давно уже государство в государстве. Они создают свои законы, которые противоречат законам Кыргызской республики. И это настолько, видимо, я не знаю, большая какая-то почти мафия, что у них даже есть свои лоббисты, которые Минэконом сказали, что ваше положение противоречит закону об лицензировании. И даже звонили люди там, с аппарата президента и давили на Министерство экономики. Поэтому это очень серьезная проблема. Дальше аккредитация. Мы уже с вами говорили в прошлой, да, что аккредитация – это не задача государства. Аккредитация – это инициатива снизу, это рынок, когда… Это я хочу. Да. Это не государство меня, а абсолютно. Я хочу получить конкурентное преимущество. Я аккредитуюсь для того, чтобы показать покупателям моих услуг мое преимущество. Будто у меня есть независимое аккредитационное агентство, независимое от государства, они меня аккредитовали. Мы говорили о том, это что-то вроде звезды Мишлена, но в более серьезном секторе, да? Хотя питание тоже серьезный сектор. Но здесь касается качества. Как бы качество, но на уровне рынка, как рыночная услуга. То есть преимущество. Государство может тоже использовать инструмент аккредитации в том случае, когда государство один из крупных покупателей, да? Услуг образования. И оно может сказать, мы будем платить государственные деньги в аккредитованные образовательные учреждения. Вот так может государство как бы влиять на процесс аккредитации. То есть если это деньги налогоплательщиков, и если государство там дает образовательные гранты студентам, да, они дают его туда, которое образовательное учреждение подтвердило его аккредитацией. Только в таком виде может государство участвовать в аккредитации, его стимулируя, да, повышая, развивая качество, там, исследовательские какие-то, например, гранты. Тоже в аккредитованное учреждение государство может дать исследовательский, там, по тендеру исследовательский грант, да? Как это делается во всем мире. Но тут государство сделало аккредитацию обязательным, то есть присвоило себе функцию, несвойственную государству, и вот на этом аккредитация – это огромная головная боль. И распространили его еще на школы.
Вообще аккредитация это больше для высших учебных заведений. Ну, государственные школы тоже, если захотят, могут. И мы ввели такую норму в закон, что аккредитация является добровольной. И все. Одно слово, добровольно. Никому не запрещается аккредитоваться, пожалуйста. Но нельзя его делать обязательным, потому что именно обязательность рождает коррупцию. Еще что? Вот Следующее. Частные, государственные и муниципальные образовательные организации должны быть в равном условиях, в равных условиях. И государственное финансирование в виде ваучера в школах, либо образовательного гранта в вузах должны идти туда, куда выберет учащийся и его родители. Да, то есть сейчас, вот особенно, я думаю, учащиеся частных школ понимают, что они ничего, выбирая частную школу, они не получают тот самый процент, который они уже заплатили в виде налогов. Абсолютно. Так? А государственные школы их не принимают в Бишкеке, говорят, мы переполнены. Понимаете? Вот в какое положение ставят человека и налогоплательщика. Государственный сектор не может исполнить свои услуги, и только государственный сектор потребляет эти финансы. А в частный сектор не идут. И точно так муниципальные. Понимаете, вот кроме частных надо дать возможность местному самоуправлению открывать свои детские сады, открывать свои школы. А ваучер должен туда прийти от государства как образовательная услуга. Но для частных образовательных учреждений не хватает, как бы, вот перед ними большие барьеры стоят для того, чтобы открывать это, и нету финансовой поддержки, хотя они выполняют государственную задачу, да? Они обучают наших детей. Но получается, что родитель заплатил налоги в одну кассу, а тут он платит 100% еще за образование, то есть получается, что он платит дважды. Получается. Да, то есть его заплаченные налоги не идут за ребенком. Да, конечно. Понятное дело, что этот налог не полностью покрывает ту сумму, которую просит частное образование, но хотя бы что-то. И тогда частные школы, они становятся недоступными для малоимущих людей. Да даже и для средних тоже. Вот вы понимаете, вот у нас кажется, сейчас... что для малоимущих уже и государственные школы. И совершенно верно. Получается, малоимущим и государственные недоступны, и частные недоступны. И у муниципалитетов ограничены возможности. Поэтому здесь большая работа в сфере сделать финансирование ясным и эффективным. Здесь требуется много политических действий. И поэтому, когда вот этот закон будет внедряться, там пакетом надо вносить возможность для муниципалитетов участвовать активнее для того, чтобы своим местное самоуправление, своему населению было способно организовать услуги Значит, образования. смотрите, аккредитация, лицензирование, ваучер, что еще? Полномочия местных органов власти, местного самоуправления, да, вот. И также еще вот... В прошлый раз мы много говорили, мы несколько провели эфиров на тему образования, мы много говорили о академической свободе. Да. Предусмотрена ли она в законе, проекте, который предложила межведомственная Понимаете, рабочая группа? Академическая свобода, она должна быть гарантирована целым, комплексом вообще автономии. Потому что слово «академическая свобода» в их проекте закона тоже есть, в проекте закона Министерства, но она ничем там не подтверждена. То есть как гарантировать академическую? Ведь дело не говорить халва, от этого же не станет слаще. Декларативность ничем не подтвержденная. Это должна быть автономия. Автономия, она должна гарантировать. Это написано в национальной программе по развитию страны. Это автономия образовательных учреждений. Это финансово-административная и академическая автономия, в том числе академическая свобода. Государство, вот в чем наше непонимание проблемы оценки качества. Вот они думают, министерство, что если они вот пропишут все, да, 100 этих отчетов и 100 журналов, которые заполнит учитель,
и что это гарантирует качество и что это есть образовательный стандарт. На самом деле, вот еще один такой признак, да, мы провели 2 вебинара, межведомственная рабочая группа провела 2 вебинара с Министерствами образования Эстонии и с Министерством образования Казахстана. Министр не участвовал, и замминистра не участвовали в этих вебинарах. Вообще я не знаю, чем-то они все время заняты, но не главным. И вот Министерство образования Эстонии, они говорят, да, у нас есть образовательный стандарт. То есть это то, что должно быть на выходе. То есть какие результаты должны достичь. Но как вы достигнете, это свобода. Понимаете, вот вы должны сформировать какие-то ключевые компетенции, которые необходимы человеку и которые мы на это каждой даем. Ступени да, на каждом уровне образования. Но как вы этого достигнете, мы вам не будем прописывать. Это уже свобода учителя. Как этому научить, понимаете? А тут сидит министерство и каждому учителю прописывает, как он должен обучать. Это совершенно... Да, то есть не просто чего я должен достигнуть, но и каждый шажочек. Да. А что, они там все умнее всех учителей Кыргызской республики, что ли? Поэтому здесь вот... Здесь очень много таких просто удушающих регуляций, которые душат образование, душат вообще любую инициативу на местах. Потом вот недавно сделали анализ эффективности финансирования, ЮНИСЕФ делал. И там ясно написано о том, что финансирование напрямую зависит от нагрузки. А мы удивляемся, а почему у нас в школах такая огромная нагрузка на детей? Так от этого зависит финансирование. Чем больше нагрузки учителя, тем больше его зарплата будет, да? Но это же перегружает учеников напрямую. Это такой извращенный принцип финансирования, который заставляет увеличивать часы, но на выходе нету контроля. А что вы добились? Мерилом работы считают усталость. Именно, нагрузка. Вы представьте себе, мерилом финансирования, так и написано, является нагрузка. Чем больше нагрузки, тем больше денег. Да? Прямо вот так и написано в законе. И такое эффективное финансирование. И поэтому у нас нагрузки больше, чем в Японии, больше, чем в Эстонии. И при этом дети бедные, они не обретают навыков чтения, понимания чтения, да, там, или навыков математической грамотности, там, совершенно таких простейших для жизни. Бурул, значит, смотрите, вот этот закон, проект закона, вынесенный на общественное, я повторяю, обсуждение, был инициирован депутатами, 14 человек, насколько я помню, уже 14 его инициировали. И в этом списке есть разные люди, есть депутаты, которые пользуются уважением электората, и есть личности неоднозначные, с неоднозначными образовательными инициативами. Давайте мы объясним нашим слушателям, нашим подписчикам, что означает вот, инициирование этого закона. Ну, во-первых, вот для меня, когда я услышала эту новость, я в нее до конца не верила, что это случится, что депутаты устали. Они тоже участвовали и видели весь этот процесс, что министр никак не справится со своим министерством. И никак этот закон, ну, срок был провален по поручению, но вот была еще такая последняя капля, я думаю. 24 августа состоялось обсуждение этого закона в городе Ош. И туда выехала председатель профильного комитета Венера Раймбачаева, и приглашалась, конечно, информировалась в первую очередь министерство, и министр обещал, что министерство примет участие. Но потом его же заместители отказались участвовать в этом обсуждении в городе Ош. А туда пришло это очень как-то много... аргументируется или нет? Никак. Просто вот мы не будем, и все, да? Так же, как они не брали трубку, вообще не отвечали, полностью саботировали с 19 июля до сентября. Ни один сотрудник не брал трубку, не отвечал, когда договорились уже с министром о вот этих вот ключевых моментах, когда он обещал это сделать.
То есть да, я еще раз хочу подчеркнуть, что это не просто люди, которые сами по себе собрались, это межведомственная рабочая группа, созданная по поручению председателя комитета Акылбека Жапарова приказом самого министра образования. Да. И сам министр 19 июля поручает им, и они все равно ничего не делают. Более того, прекращают вообще всякие коммуникации. Сначала сказали, мы в отпуске, а потом вообще перестали брать трубку, отвечать. Это все задокументировано письмами и так далее. И вот 24-го идет это обсуждение. Очень много людей пришло, больше, чем мест. Стояли в проходах люди. А что это были? Задавали. Это закон об образовании обсуждался. Это я понимаю. Это были учителя, студенты, журналисты. Это очень заинтересованные люди, блогеры. И очень много было учителей. То есть это были не только работники сферы образования, это были просто еще и родители, неравнодушные люди. Да. И депутаты там были, они все это видели. Они видели, что министерство не участвует. И практически это был просто, я не знаю, крик о помощи. Да? И депутаты это видели, а министерства не было. Они отказались участвовать в этом обсуждении. Да, и то есть вот 8-го... все время было время для того, чтобы предложить все-таки общий. Конечно, над этим и работали. И потом вот 8 сентября уже они решили вынести это как депутатскую инициативу. Я считаю, что это такой для меня удивительный и очень обнадеживающий шаг депутатов. Это ответственный, такой государственный, потому что вы знаете, что скоро будет саммит по образованию, глобальный саммит, да. И туда поедет наш президент, который 5 мая 2021 года делал обращение, давайте что-то делать с образованием. А с чем он туда поедет? Да, прошло сколько времени, да. 2-й год идет, и ВОЗ и ныне там, да. А сейчас вот закон об образовании внесен законодательной ветвью власти, как своя собственная инициатива. И это делает институт парламента. Вы знаете, я даже обрадовалась, думаю, господи, сколько они над нами издевались, сколько они нас кувыркали туда и сюда, и говорили министру, мы все учли, а сами там пишут, как будто вот они самые умные, а тут вся страна идиоты, и вот все это они пишут, всякие закорючки, и все сохраняют свои контрольные функции. Да? И тут вдруг депутаты вносят. И я обрадовалась, думаю, а у нас-то, оказывается, демократия, у нас 2 ветви власти, да? Если эти издеваются 2-й год над нами, а тут депутаты взяли и внесли. Здесь уже не важно персоналии, какие вносят, да? Здесь важен институт. Это важен институт, это законодательный институт, шаг, который видит запрос общества. Депутаты – это электоральный орган. Они видят запрос общества, они видят послание президента, слышат. И говорят, хорошо, у вас не получается, мы вам поможем. И вносят этот законодательный проект как инициативу депутатскую. Я считаю, что это очень отрадно, и нам надо всем объединиться вокруг этого закона, не говорить по персоналиям, а по сути закона. Давайте обсуждать этот закон. Как мы можем ли мы, вот просто подписчики, которые сейчас сидят и слушают нас с вами, я напомню, мы с Буру Макинбаева обсуждаем проект закона об образовании, который 8 сентября вынесен на общественное обсуждение. Этот проект можно посмотреть на сайте Дёгорку Кенеша, ссылка есть на сайте Кактус Медиа. Еще раз мы сегодня его напомним о его существовании. Как могут простые люди принять участие в его обсуждении? Я думаю, мы открывали горячую линию, когда мы еще работали с Министерством образования. Тоже очень много было контактов. Сейчас у нас есть возможность уже на уровне законодательной власти, которые будут принимать этот закон, обсуждать его. Я думаю, что не бывает совершенных законов. Его всегда можно улучшить. Поэтому закон доступен. Есть комитет. Я хотела бы выразить большую благодарность и уважение председателю профильного комитета Венере Раимбачаевой. Она была в Аше, она видела все это, слушала людей. Она одна из инициаторов этого закона. Я считаю, что комитет
готов и будет слушать предложения. И у нас есть возможность полная вносить изменения в закон. Я также считаю, что Министерство образования тоже есть возможность вносить свои, спорить, если они в чем-то докажут всем необходимость каких-то своих изменений, положений, пожалуйста. Да. Кто же уполномоченный орган, никто не может лишить права голоса. Лишить права голоса, абсолютно. Они будут и заключения делать на этот законопроект. Но я хотела бы больше обратиться к министру о том, что он должен знать, что эти же люди, которые 30 лет сидят в Министерстве образования, собственно, они и привели к этой ситуации плачевной. Вы понимаете, что он должен немножко обратить... Во-первых, самому надо изучать этот законопроект, в чем это спорные моменты. И, во-вторых, все-таки ему надо опираться тоже на общественность, независимую общественность, и на депутатов тоже. Не надо расстраиваться по поводу такого. Ну, надо сказать, что следует признать, что это провал министерства и персональный провал министра этого поручения. Но не нужно усугублять ситуацию, давайте работать и обосновывать. Потому что любые... Не надо вставать в такой, знаете, антагонизм какой-то бессмысленный. Надо объединяться. Закон об образовании, кто-то сказал, это второй закон после Конституции. Образование – это база всего в нашей жизни. И поэтому у нас сейчас шанс всем ветвям власти объединиться, услышать голос общественности, поддержать президента, поддержать национальную программу, которая принята правительством. А в основе всего лежит закон. Если ты хочешь что-то реформировать, надо все узаконить сначала. Ну, конечно, потому что в настоящем действующем законе нет даже такого онлайн-образования. Мы говорили, что это... Ну, и конкурса директоров тоже нет. Вот как они проводили. Да? Все это... Если давным-давно это предлагалось узаконить проведение конкурса директоров школ. Но они как-то провели, но это же надо сделать на законной основе. Любые шаги надо делать на законной основе. Если мы хотим изменить принципы финансирования, это должно быть в ряде законов отражено. Если мы хотим, тем более это предписывает новая Конституция. Ведь вот эта норма, которая равенство муниципальных, государственных и частных школ, равные условия, это написано в новой Конституции. Значит, закон должен соответствовать новой Конституции, он должен быть приведен в соответствие с этим. Еще раз, то, что проект закона вынесен на общественное обсуждение, это лишь первый шаг. Это не значит, что именно этот закон будет принят. Мы его сейчас обсуждаем. Принять участие в обсуждении могут и, как вы ожидаете, должны все заинтересованные стороны, а в образовании заинтересованными сторонами является, ну, наверное, каждый гражданин страны, потому что образование так или иначе касается всех нас. Сам проект доступен на сайте Джугурку Кенеши. Как долго можно он будет по доступен? Регламенту, наверное, это месяц. Надо, да, узнать надо. Затем он проходит к обсуждению уже в Джугурку Кенеши, сначала в комиссиях, затем выносится в комитетах, затем выносится на палату. Так что работы предстоит еще очень много, и мы призываем принять участие в обсуждении, не оставаться в стороне. Спасибо большое вам. Спасибо, Бурул. Мы еще продолжим говорить. Я так понимаю, что и нам с вами тем для разговора предстоит много. Да. С нами была Бурул Макинбаева, член межведомственной рабочей группы. Я еще раз напоминаю всем, что на общественное обсуждение вынесен проект закона об образовании, предложенный как раз межведомственной рабочей группой. Принимайте участие в обсуждении, не будьте равнодушными к вопросам об образовании, они касаются всех нас. Спасибо, Бурул. Спасибо вам. Спасибо вам. До встречи.